эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. В Якутске молодежь собралась на митинге в поддержку Путина и десятилетия воссоединения Крыма с Россией. В столице региона состоялась экспертная сессия на тему климатических изменений. В повестке сессии тема международного научного сотрудничества в арктической зоне. Привлечь молодежь к активному образу жизни и развитию олимпийского движения в регионе. В Якутск прибыл президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. У якутянки объявился двойник. Полный тезка оказался должником. Расскажем, что делать, если вас по ошибке признали злостным неплательщиком. В Якутске проходят съемки об известной пловчихе Анастасии Диадоровой. Наши корреспонденты выяснили, кто сыграет главные роли в фильме. Молодежь Якутска организовала акцию-митинг в поддержку президента России Владимира Путина и в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией. Всего в митинге приняло участие около 2000 студентов из среднепрофессиональных и высших учреждений. На открытом мероприятии состоялся патриотический концерт, где выступили местные коллективы. Напомним, полуостров отметит юбилейную дату экологическими акциями, спортивными и культурными мероприятиями по всей стране. История, она важна. Вот. Мы и как молодежная общественная организация мы учим молодежь, чтобы они ценили и знали историю. Такими вот акциями, митингами, где наша молодежь участвует непосредственно, это и дает патриотизм, это и дает понятие. Это очень знаковая дата тем, что она показывает силу правды, силу выбора, силу справедливости. И то, что Крым воссоединился с Россией 10 лет назад, показывает, что четкий путь, четкий план нашего развития, он реализуется всесторонне. В честь 10-й годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией 18 марта телебашню в Якутске украсит праздничная иллюминация. Вечером в понедельник телебашня окрасится в цвета российского триколора. Подсветку включат в 20:00 на 2 часа до 10 вечера. Состоялась пресс-конференция Центральной избирательной комиссии республики, посвященная предварительным итогам голосования на выборах президента Российской Федерации в республике. Численность избирателей, включенных в список, составила 632 052 человека. 333 избирательных участка были оснащены стационарными металлодетекторами, из них 128 в районных центрах и в городе Якутске. Явка в республике составила 71,57%. С этой точки зрения цифра, наверное, с ночи вам знакомая. В данном случае я прошу вас понять, мы ничего не скрывали, это требовали закона, пока на территории всей страны не закончится голосование, ни одна избирательная комиссия, ни одна избирательная система, законом так предусмотрено, не имеет права обнародовать итоги голосования на любой территории, вплоть до сельского поселения. Итоговая явка избирателей на платформе дистанционного и электронного голосования во время выборов составила 94%. Об этом сообщили в Минцифры страны. Всего в ДЭК проголосовали 4 миллиона человек. Больше всего было избирателей женского пола – 62%. Мужчин проголосовало 38%. Самая распространенная возрастная группа среди проголосовавших – 35-50 лет, что составляет 42%. Лидирующим регионом по явке избирателей стала Московская область – 799 тысяч человек. В Якутске состоялась экспертная сессия по теме «Глобальный климатический вызов, ограничения или драйвер развития» с участием главы республики и федеральных экспертов. Мероприятие посвятили вопросам стабильного развития в условиях изменения климата. Самыми ключевыми вопросами сессии стали международное научное сотрудничество в арктической зоне, формирование системы мониторинга и охраны криолитозоны северных территорий. Кроме этого, обсудили вопросы устойчивой цифровой повестки. Сегодня мы представляем впервые повестку устойчивого цифрового развития под преломлением именно региона.
И я думаю, что тот проект, который сейчас ведет Алроса вместе с технопарком по предоставлению достаточно серьезных инвестиций в создание цифровых инструментов, которые нужны для компаний, для отрасли, если эти инструменты будут направлены в том числе на устойчивое цифровое развитие, будут влиять на экологию, будут влиять на социальную повестку, это будет очень здорово. Глава республики Айсен Николаев провел рабочую встречу с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым. Стороны обсудили вопросы, связанные с проведением 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Это готовность строящихся спортивных объектов, вопросы проведения спортивных мероприятий в уже имеющихся объектах, логистика игр и участие иностранных делегаций. Безусловно, обсудили ряд проектов, в которых мы заинтересованы в рамках исполнения меморандума, который мы в Москве подписали с Республикой Саха-Якутия. Мы проведем во время проведения международных игр «Дети Азии» международный форум юных олимпийцев, мероприятие, которое ежегодно проводит Олимпийский комитет России. Вот он проводил это мероприятие всегда в Москве, а в этот раз мы решили провести его здесь. Первый раз он покинет стены столицы России и будет проходить в столице Саха-Якутии. С 18 марта грузоподъемность ледового зимника автодороги УМНАС в Ленском районе по маршруту Ленск-Хамра-Пелидуй снизили до 15 тонн. Об этом сообщает Управление автомобильных дорог Якутии. По данным управления, на 1056-м километре сезонной автодороги вышла наледь. Подрядная организация обеспечен временный объезд. Решение о снижении грузоподъемности принято для безопасности дорожного движения на основании фактической толщины льда, уточнили в Упордоре Якутии. Напомним, на этой неделе в нашей республике ожидается плюсовая температура. Тепло принесут циклоны из Красноярского края. У якутянки объявился двойник. Полный тезка оказался должником. Сумма существенная – более 90 тысяч рублей. Совпадение личных данных привели к аресту банковских счетов. Что делать, если вас по ошибке признали злостным неплательщиком, расскажет Даяна Федорова. Я зашла в госуслуги и увидела наложение ареста на мои счета из-за долгов другого человека, моего двойника. Так Наталья Иванова узнала, что у нее есть двойник, который не платит по счетам. В один миг все банковские карты заблокировали. Я не могу пользоваться своей пенсией, даже не могу купить хлеб, оплатить свои счета по квартплате. Кредитки мои тоже арестованы. Как только она увидела арест счетов, немедленно обратилась к судебным приставам с заявлением. Как раз праздники же начались 8 марта. И 11 числа я открыла с утра госуслугу, но пока никакого ответа не получила, поэтому повторно написала заявление, что я не должник. За комментарием по сложившейся ситуации наша съемочная бригада обратилась в Федеральную службу судебных приставов по Якутии. Выяснилось, что в судебном приказе, который предъявил взыскатель в службу судебных приставов, указаны данные Натальи Ивановой. На основании исполнительного документа возбуждено исполнительное производство и приняты меры принудительного исполнения. Должностные лица службы не могут ставить под сомнение решение суда. Гражданке же рекомендуется обратиться в судебный участок для обжалования судебного приказа. Чаще всего проблема с двойниками возникает потому, что в исполнительное производство поступают документы, содержащие недостаточно данных о человеке. По данному случаю была проведена проверка, в ходе которой выявлено, что фондом было подано заявление в суд с требованием установить персональные данные собственника. В судебном приказе была допущена опечатка в имени собственника, в связи с чем возникла данная ситуация. Что делать, если вы оказались в подобной ситуации? Заходим на сайт судебных приставов и пишем обращение. В тексте подробно описываем всю суть. Загружаем копию паспорта, ИНН, СНИЛС. Чем больше личных документов, тем лучше. И самое главное, в заявлении делаем пометку «Я двойник». И тогда рассмотреть его должны в течение 2 дней. После того, как запрошенные документы будут получены и выяснится, что гражданина перепутали с его тезкой-должником, судебный пристав-исполнитель, который возбудил исполнительное производство, должен сразу же отменить все ошибочно наложенные на гражданина ограничения.
В случае, если решить проблему с судебными приставами не удалось, гражданин может обратиться в органы прокуратуры для проведения проверки. Ситуация Натальи Ивановой решена. С банковских счетов сняли арест. Даяна Федорова, Элита Махно, Семен Семенов, Якутск. Полным ходом идет реализация проектов по распространению мобильной интернет-сети в различные районы Якутии. Так, на территории республики реализуют две программы. Федеральный проект устранения цифрового неравенства 2.0 и проект «Синергия Арктики», запущенный по инициативе главы республики Айсена Николаева. Подробности расскажет Тимур Колмогоров. 14 населенных пунктов Якутии будут подключены к высокоскоростной мобильной связи и интернету в 2024 году в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства. Так, одним из таких населенных пунктов стал Урасаллахский наследник Абыйского района. В нем установили мачту высокоскоростного мобильного интернета 4G высотой в 30 метров. До этого такую вышку поставили в Абыйском наследии. Вот эта тарелка будет мониторинг, а вот это что-то там, сотовая и интернет. А так обещанная скорость 10 мегабит передачи прием. Это будет охватывать где-то 1500 абонентов. И радиус действия 10 километров. В свою очередь, в отдаленных и арктических селах Якутии реализуется проект «Синергия Арктики». Жиганский район стал первым районом, в котором реализовали данный проект. 3 населенных пункта – Бестях, Бахана и Жиганск – были обеспечены возможностью подключения к интернету. Высокая скорость интернета позволит в полной мере организовать работу в единой государственной информационной системе здравоохранения. Это значит, что в полном объеме будут доступны все модули, такие как электронная история болезней, электронные медицинские карты, станет доступна система мониторинга и контроля и движения лекарственных препаратов, отпуск лекарственных препаратов. Проект «Синергия Арктики» подразумевает прокладку еще 7000 километров волоконно-оптического кабеля в экстремальных природно-климатических и географических условиях. Благодаря ему к концу 2027 года все арктические районные центры республики будут подключены к высокоскоростному интернету. На нынешний год у нас как раз мы сейчас прорабатываем финансирование, этапы финансирования данного проекта. То есть у нас определен уже и вот строил оператор. Это Arctic Telecom, это компания региональная. Вот он будет у нас продолжать строительство. То есть основные у нас следующий этап это с Хандаги до Батагая и Депутатского. Общий охват проекта составит 86 арктических и труднодоступных населенных пунктов Якутии, в которых проживает 72 тысячи человек. С приходом оптоволоконных кабелей тарифы за интернет за мегабит в секунду у жителей Севера упадут в 100 раз, предполагает Министерство инноваций Республики. Оптоволоконные линии ускорят интернет жителей Якутии от 100 и более мегабит в секунду. Это возможность онлайн-обучения, применение технологий телемедицины, возможность заработка онлайн, а также развитие творческих компетенций, оставаясь на своей родной земле. Тимур Колмогоров, Семен Семенов, Якутск. После обильных снегопадов дорожники Ленска приступили к чистке дорог. Компания «Техносервис» заключила 2-годичный контракт на обслуживание по условиям нового документа. Объемы выполненных работ увеличились в разы. Благодаря районной администрации выделены и дополнительные средства. Сегодня ведется уборка дорожного полотна до микрорайона Теплый Стан. Вычищается дочисто проезжая часть, тротуары, перекрестки, пешеходные дорожки. Вывозится снег с обочин дорог. Предприятие проводит противогололедные работы. Ведь уже через неделю, по прогнозам синоптиков, ожидается активное потепление. На данный момент сейчас вскрывается все до асфальта, убирается полностью обочины, тротуары. Весь снег складируется в кучу, и в дальнейшем начнем сейчас его вывозить. Потому что сейчас не за горами уже начнется оттайка, и все это начнет таять, превращаться ночью в лед, и будет, грубо говоря, опасная ситуация для автомобилистов и пешеходов в городе. Объемов в этом году, грубо говоря, раза в 2 побольше, чем в прошлом.
В Якутии продолжается региональный чемпионат Обилимпикс-2024, а также конкурс профессионального мастерства «Профессионалы». Соревнования проходят на площадках 12 учебных заведений региона. Одно из них – Нерюнгринский медицинский колледж, где соревнования торжественно стартовали сегодня. Наша съемочная группа побывала на мероприятии. Старт чемпионатов Обилимпикса и профессионалы в Нерюнгринском медколледже ознаменовал собой начало соревнований в нескольких компетенциях, среди которых ногтевой сервис, социальный медицинский уход и акушерское дело. Как отмечают эксперты, к этим компетенциям интерес со стороны участников растет каждый год. Предстоит очень интересный чемпионат. Конкурсное задание, хочу отметить, на этот чемпионат было сформировано экспертным сообществом России, именно акушерским в рамках отборочного чемпионата, приравненного к итогам в 2023 году. То есть конкурсное задание очень сильное. В нем отражены все пункты профессионального стандарта акушерки. То есть наши участники, они себя смогут попробовать во всем. И оказание помощи в стационаре, оказание неотложной помощи, оказание помощи на дому, оказание помощи в условиях ФАПа, где акушерка абсолютно одна, да, и работает в отдаленных районах. К старту чемпионатов Обилимпикса и профессионалы приурочили торжественное открытие в Нерюнгринском медколледже 2 новых лабораторий, оснащенных самым современным оборудованием, что позволит обучаться студентам, а также повышать свою квалификацию действующим врачам. Современнейшие тренажеры родов – это современные тренажеры по определению положения плода, то есть приема Леопольда. Это современные кроватки, это современное оборудование доплеровское, это весы, ростомеры, то есть все-все-все. Это что касается компетенции акушерского дела. Но параллельно с этим у нас открыта и компетенция лабораторной медицинской анализ, где мы будем готовить медицинские кадры для лабораторий. Качество и правильность действий при выполнении заданий традиционно будут оценивать индустриальные эксперты образовательных медицинских учреждений из Нерюнгри, Алдана, Якутска и Мурманска. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Якутском медицинском колледже также стартовал региональный этап чемпионата профмастерства «Профессионалы». На базе колледжа с 18 по 29 марта пройдут соревнования по 7 компетенциям. Медицинский и социальный уход, помощник фельдшера малонаселенных пунктов, лабораторный медицинский анализ, стоматология ортопедическая, фармацевтика, эстетическая косметология, визаж и стилистика. Участниками станут студенты и школьники, которые искренне мечтают повысить свое мастерство и отточить навыки. Всего примут участие 70 конкурсантов, а их работы оценят 102 эксперта. Участники выполнят модули по своим компетенциям, по итогу которых определят лучшего конкурсанта соревнований. В этом году в стенах нашего колледжа мы организуем 7 компетенций и 3 выездные компетенции, которые выступают в других колледжах, медицинских колледжах нашей республики. Преподавателями нашего колледжа в этом году разработана новая компетенция «Помощник фельдшера малонаселенных пунктов». Здесь выступают у нас студенты, всего будет 5 студентов. Они будут представлять именно то есть профессию, компетенцию, которая оказывает помощь населению, где меньше 101 человека. Ничто так не сближает людей, как пережитые вместе трудности. Это крылатая фраза из одноименного романа Александра Фадеева «Молодая гвардия». Именно по нему 19 марта в Государственном театре юного зрителя будет премьера одноименного спектакля. Все подробности в сюжете Амана Отова. Каждый, кто интересовался историей нашей страны, знает, какие героические подвиги совершали юноши и девушки в годы Великой Отечественной войны. Яркий пример тому – подпольная антифашистская организация, состоящая в основном из несовершеннолетних детей «Молодая гвардия». Спектакль – это попытка воссоздать историю в точности, какой она была 79 лет назад. Глубокое произведение, где речь не только о войне как таковой, а о судьбах людей, о том, кто есть человек, даже во время войны, что есть все равно любовь, что есть страдания, что есть какие-то светлые чувства в людях, особенно во мне есть. Как-то очень сильно углубился в Олега. По мне, это прекрасный человек, он сделал очень много для своей страны. Режиссер постановки – заслуженный деятель искусств республики Александр Тетегиров. Спектакль стал возможным благодаря колоссальным усилиям режиссерского и актерского состава театра. Все детали от костюмов до музыкального оформления были тщательно продуманы, чтобы зрители могли глубже вжиться в события.
Главная идея спектакля – это стойкость, мужество, храбрость юношей и девушек, которые были готовы отдать свою жизнь за Родину. Героический подвиг членов подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия» навеки останется символом мужества и героизма нашего народа и юного поколения. Всего в спектакле будут участвовать 15 артистов. Среди них есть как и опытные, так и дебютирующие артисты. Ну да, я читала. Все артисты перед как бы осуществлением спектакля ознакомливаются с произведением. Прочитала, я была вообще, как бы эмоции у меня зашкаливали, потому что такие молодые люди, вроде бы 18-16 лет, и уже такие вот большие подвиги совершали. Эта постановка полностью погрузит зрителя в героическое прошлое нашей страны. Напомним, премьера спектакля состоится 19 марта в Театре юного зрителя. Аманотов, Григорий Хлопков, Якутск. Весенние каникулы в школах Якутии пройдут с 23 по 31 марта. Об этом сообщили в Минобрнауки республики. Продолжительность весенних каникул составит 9 дней. Дети снова сядут за парты 1 апреля. В этот день начнется 4-я четверть. Напомним, длинные выходные ожидают россиян с 28 апреля по 1 мая. Выходной с 27 апреля перенесут на 29-е. Таким образом, перед первыми майскими праздниками будет 6-дневная рабочая неделя. Также выходной со 2 ноября перенесут на 30 апреля. Легенды хоккея провели мастер-класс для юных спортсменов в спортивно-оздоровительном комплексе «Сулус». Борис Миронов, Андрей Коваленко, Алексей Гусаров, Вячеслав Буцаев. Эти имена знакомы каждому любителю хоккея. И именно поэтому юные хоккеисты очень волновались перед выходом на лед. Мастер-класс традиционно начался с короткой разминки, а затем юные хоккеисты начали отрабатывать удары по воротам. Легенды российского спорта являются почетными гостями церемонии зажжения игр «Дети Азии». Также на Ленских столбах именитые спортсмены примут участие в завтрашнем товарищеском матче против сборной Якутии. Данный матч получил название «Лига Мамонта». Очень интересно побывать в таком прекрасном городе, встретиться с местными жителями, встретиться с местными ребятишками, которые любят хоккей. Наверное, поделиться своим опытом. Будем участвовать в упражнениях, подскажем, как лучше делать. И, в общем-то, чтобы остались впечатления о сегодняшней тренировке на долгие годы. В Якутске проходят съемки об известной пловчихе Анастасии Диадоровой. Режиссером картины стал Сандал Баишев. Главные соревновательные эпизоды уже отсняли в Якутске, в бассейне Чолбон. А вот кто сыграет главные роли в фильме и о творческом процессе, расскажет корреспондент Дарья Короленкова. Основные съемки уже вовсю проходят в бассейне Чолбон. Тут главная героиня Маша Иванова, которая играет роль самой Насти, уже активно вовлечена в рабочий процесс. Отбор на главную роль у Маши проходил в 3 этапа. Ей было необходимо заниматься плаванием с тренером, пройти собеседование у режиссера, и, несмотря на то, что претендентов было много, главную роль она все же получила. То, что проходится кастинг, я узнала от мамы, рассказала мама. Вот. Ну и, конечно, согласилась. Это все-таки такая роль Насти. До съемок никогда не занималась плаванием именно. Вот. А когда приняли на эту роль, то уже начали заниматься с тренером. В таком большом и историческом фильме принимает участие много людей, от которых зависит реальная передача атмосферы того времени. Так, например, специально для фильма пригласили известную российскую актрису театра и кино Татьяну Арнгельц, которая, как оказалось, в Якутии уже во 2-й раз. В фильме она играет тренера Анастасии. Она уверена, что история мировой спортсменки – это поистине достойный жизненный путь человека. Мы встретились с режиссером, с продюсерами в Москве. Они как раз приехали туда для съемок экстерьера. И на этой встрече я сказала, да, конечно, я с огромным удовольствием буду работать.
Петербурге сталкивалась с тем, чтобы группа была настолько готова, чтобы настолько люди знали, как они хотят снимать, что они хотят снимать. Низкий им поклон и спасибо за то, что у нас есть и снимают вот так кино, и снимают такое кино. Чуден и прекрасен и богат ваш край. Я здесь неделю, и я чувствую себя абсолютно счастливой тут. Сам фильм концентрируется на предпаралимпийском периоде жизни Анастасии в 2003 году, где через год она получит свою первую путевку в Афины. Основная задача съемочной группы – это воссоздать картину того времени. Именно поэтому процесс съемок оказался не таким уж и простым. Как рассказал продюсер фильма Александр Лукин, они уже успели отснять часть материалов в Москве, а вот самое основное предстоит снять в Якутии. Мы сегодня собрали массу людей. У нас сегодня, так скажем, массовые сцены. Одна из самых важных сцен нашего фильма. Мы снимаем финал. Это воссоздаем соревнования, чешские соревнования, там, где наша Анастасия Диадорова прошла отборочный тур. И после этих соревнований, выиграв, она получает путевку в Афины. Съемки проходят прям отлично, все заряжены, команда слажена, актеры играют очень хорошо. Съемки по времени займут полгода, и следующий большой этап работы – монтаж. Фильм планируют выпустить в широкий прокат уже в следующем году. Дарья Короленкова, Семен Семенов, Якутск. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами.